Тактап бериңиздерчи, а эмнеге субъекты малого предпринимательства, допустим, как было ранее и кайсы өзгөртүүлөр киргизип атасыңар да? Ошону тактап бергилечи. 35 миллион сомдон 30 миллионго чейин түшүрүп атасыздар да? Эмнеге? Ну, это делается, Эльвира Челгабековна, это делается с целью чисто для бухгалтерского учета. Потому что в налоговом кодексе свои критерии есть для определения, да, выручки, последствия для исчисления, так сказать, налогов, да. А здесь были предложения аудиторов именно для того, чтобы подразделить. Потому что, как я уже сказала, нет четких критериев, индикаторов для того, чтобы было подразделение на субъекта малого, среднего и крупного бизнеса. Когда-то было, в 1998 году было принято Национальным статкомитетом постановление, с тех пор оно не изменялось. Сейчас в рамках изменения и разработки предпринимательского кодекса будет рассматриваться вопрос относительно более четких критериев. Здесь только в целях бухгалтерского учета такие вносим предложения. А почему тогда вы уменьшаете с учетом инфляции, даже если 98 год взять? Ну, почему тогда не 35 миллионов, как раз таки наоборот, в сторону увеличения же должно быть? Там 10 миллиардов до 1 миллиарда уменьшаете, крупный бизнес тоже. Как-то интересно Минэконом в этом плане. Вы же Минэконом, да? Да, мы при Министерстве Да. экономики. А почему вы так размышляете? Мы размышляем с точки зрения того, что международные стандарты финансовой отчетности, они для малого и среднего бизнеса, они как бы упрощаются, да, и они должны соответствовать тем потребностям для малого и среднего бизнеса. Нет, просто вы, по каким критериям вы сумму с 35 миллионов снизили для малого бизнеса до 30 миллионов, да? Я правильно сейчас размышляю, да? Ну да, правильно. Это то, что нам дали. Потом средний бизнес с 10 миллиардов до 1 миллиарда. Это средний бизнес, да? А крупный бизнес идет у нас какие суммы? Свыше миллиарда. Здесь, да, то есть мы исходим с той точки зрения, исходя из масштабов бизнеса. То есть, чтобы был охват, да, ну, во-первых, конечно, во многих компаниях ведется международный стандарт финансовой отчетности, да, и с целью для того, чтобы, вот есть такое понятие, как и субъекта публичного интереса, да, если тот или иной субъект подпадает под субъект публичного интереса, он обязан проходить аудиторскую проверку. А что такое аудит, да, то есть это независимая проверка финансовой отчетности аудируемого давайте субъекта, на примерах да. поговорим. Вот речь о какой компании может быть? Вот в Кыргызстане, допустим, малый, средний, крупный бизнес. А какой именно, для кого это интерес? Для международного аудита вы говорите, да? Это международный стандарт финансовой отчетности и Тогда международный вообще стандарт мне аудита. логика непонятна. Тогда вообще зачем уменьшать? Цифры международные, они намного выше. И там или какие-то критерии в долларах есть. А вот это кто разрабатывал конкретно? Это Финнадзор разрабатывал. А Финнадзор барсыңар? Я зампредседателя, да, я. Это, ну, вы непосредственно этим занимались, да? Какие Ну, международные стандарты? занимались. Там же есть малый, средний, крупный бизнес, какие-то цифры, наверное, есть. Вы из чего-то это, вы же не просто сидели в кабинете, там, и сидели, рисовали это, да? Вы же из чего-то исходили в сторону уменьшения. Почему такое решение было принято? Нами, во-первых, анализировались данные Национального статкомитета. Да? Вообще вот эти поправки, они, конечно, как я уже сказала, да, они вызваны исключительно тем, чтобы... Они практическую нагрузку никакую не будут иметь. Финансовой отчетности, для того, чтобы вот это законодательство, оно было адаптировано к требованиям международной финансовой отчетности, да, к международным стандартам аудита. Вот я поэтому спрашиваю, в международных стандартах малый, средний, крупный бизнес исчисляется количеством работающих или оборот, что там берут? Или какие-то суммы конкретные есть? По выручке. По выручке. Ну вот приведите мне страну, где малый бизнес именно вот по такой сумме. Вы на какую страну ориентировались? Потому что мне немножко вот логика вот этих цифр, уменьшения с учетом инфляции, гиперинфляция, мен коллегалар, кто в экономике больше разбираются, они часто спорят на комитете, и во многом я с ними согласна, да? А здесь вы уменьшаете цифры. Почему? Все дорожает же. А как вы цифры, этот малый бизнес, мне сложно это понять, поэтому я хочу, чтобы мне кто-то это обосновал. Может быть, у вас другие доводы есть, сведения есть какие-то. Если это не вы писали, то скажите, что не вы, пусть тогда мне в письменном виде или Хорошо, за ваше... мы подготовим тогда письменный Пусть ответ. подготовят, Хорошо. да? Хорошо, спасибо, понятно.